Подготовка к ревакцинации начинается с осмотра врача-терапевта. Пациенту измеряют температуру, оценивают общее состояние. Если ранее были выявлены аллергические реакции, то о них обязательно следует сообщить. После приема доктора можно смело идти на процедуру. После вакцинации через 6 месяцев стоит проводить повторную ревакцинацию. Если же не проводилась вакцинация вообще, его стоит начать от начала, с первого и второго компонента. Первый компонент не вводится, осмотр проводится терапевтом, после этого вакцинация, и через 3 недели повторная, второй компонент. И на 42-й день вырабатывается иммунитет. Мы рекомендуем проводить вакцинацию и очень даже советуем. Повторная вакцинация помогает в борьбе с новыми штаммами вируса и поддерживает высокий уровень антител в организме. В случае заболевания она снижает риск осложнений и последствий болезни. Для повторной вакцинации нет необходимости сдавать анализ на антитела. Жителям республики достаточно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Не только врачи, но и религиозные деятели республики призывают местных жителей пройти ревакцинацию. Прививочные пункты размещены в специализированных центрах и городских поликлиниках. Процедура бесплатная, пройти ее можно даже без предварительной записи. تاخا لا ضرر ولا ضرار بوق حيدي غناغن زيما دي بوق تاخا يلشنا صلى الله عليه وسلم تاخنا ينوج انا هنيق على زر تسقي عشاء حين زيدوها انا هن زيدوها دش سنديلا ازيت خليته تاخا دينو ويغا تاخا هرسندل هم تاخا وقتنا تيرته لزر دسقي هرته. Государственная политика в области иммунопрофилактики сделала вакцинацию доступной каждому гражданину. Благодаря этому значительно снизилась заболеваемость опасными инфекциями среди жителей страны. Впрочем, прививка остается самой надежной защитой от вирусных заболеваний во всем мире. Диана Хармуш, Азан Идрисов, Моусар Даудов, Аслан Висхаев. Неделя.